Кто займет пост премьер-министра правительства? Ответ – сам глава региона. Ради Хабиров объявил, что в соответствии со статьей 91 Конституции Башкортостана лично возглавит республиканское правительство и будет им руководить. Также он добавил, почти 90% состава практически те же люди. Кстати, кресло предназначалось для его давнего соратника Андрея Назарова. На мой взгляд, мы сохранили преемственность развития республики, преемственность кадровой политики, с учетом, чтобы новое правительство, как мы договаривались, было правительством развития. У нас с вами довольно серьезные, масштабные задачи предстоят. Поэтому, конечно, я хотел выразить надежду, что это будет рабочее, организованное, дисциплинированное правительство. Я бы просил, Андрей Геннадьевич, вот с первого дня, с момента назначения, принятия данных решений, чтобы правительство без раскачки, практически 90% правительства – это те же руководители, поэтому я не думаю, что здесь какую-то паузу нужно, надо приниматься и, соответственно, идти вперед. Первым заместителем премьер-министра правительства Башкортостана стал делорос и опытный бизнесмен Андрей Назаров. Он ответственен за достижение показателей национальных проектов и обеспечение выполнения целевых показателей сентябрьского указа. Также первым заместителем премьер-министра правительства Башкортостана, руководителем аппарата правительства республики, утвержден Илшат Тажидинов. Также распределены сферы ответственности между остальными вице-премьерами. Раиф Абдрахимов курирует строительство, архитектуру и транспорт. Борис Беляев – ЖКХ, экологию и тарифы. Ленара Иванова – социальную политику и здравоохранение. Рустам Муратов – экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство, внешнеэкономические связи. Ирик Сагитов – молодежную политику, гражданскую оборону и юстицию. Ильшат Фазрахманов – сельское и лесное хозяйство. Фанур Ягафаров – образование, культуру и СМИ. Полпредом Башкортостана при президенте России назначен Роман Симандуев. Правительство будет состоять из 14 министерств, 11 госкомитетов, 4 управлений, 1 агентства и 1 госинспекции. Большинство из них сохранили название, но есть и те, которые переименовали. Министерство экономического развития трансформировалось в Министерство экономического развития и инвестиционной политики. Министерство промышленности и инновационной политики в Министерство промышленности и энергетики. Министерство образования в Министерство образования и науки. Госкомитет по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» стал Министерством цифрового развития Государственного управления Башкортостана. Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития переименовали в Госкомитет по конкурентной политике. И Госкомитет по предпринимательству и туризму разделили на 2. Один по предпринимательству и второй по туризму. Как рассказал вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов, одна из ключевых первых задач – инвентаризация инвестиционной инфраструктуры в недельный срок. Анализ данных позволит понять, каким образом будут выполняться амбициозные задачи сентябрьского указа Радия Хабирова. Напомню, документом предусмотрено увеличение валового регионального продукта с текущих 1,5 триллиона рублей до 2, а также рост инвестиций с 270 миллиардов до 500. Мы должны понять, как созданная в Республике Башкортостан инвестиционная инфраструктура, инфраструктура поддержки, привлечения бизнеса, развития предпринимательства функционирует. Поэтому мы начали эту экспертизу с территории опережающего социально-экономического развития. А вот Минфин Башкортостана будет предпринимать все возможное и невозможное, чтобы выполнить амбициозные задачи, заявила министр Лира Ихтисамова. Самой приоритетной задачей является зарабатывание. То есть мы, согласно сентябрьскому указу главы Республики Башкортостан, должны предпринять все меры и организовать работу всех заинтересованных органов власти таким образом, чтобы обеспечить ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированном бюджете Республики Башкортостан не менее чем на 10%. Это очень амбициозная задача. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить. Дальнейшее благоустройство Башкортостана продолжит курировать вице-премьер-министр ЖКХ республики Борис Беляев. За 5 лет по программе формирования комфортной городской среды запланировано комплексно благоустроить 500 общественных территорий. По программе «Башкирские дворики» с 2020 по 2024 – 2000 дворов. Отдельным указом предусмотрена установка 115 тысяч уличных светильников. Кроме того, в течение 5 лет отремонтируют 20 тысяч подъездов. По данным регионального МинЖКХ, к 2024 году переведут на индивидуальное газовое отопление 11 700 квартир и установят 69 блочных котельных. Причем по решению властей республики льготные категории граждан могут получить компенсацию в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
Кроме того, уже сейчас также начали подводить итоги стартовавшей в 2019-м мусорной реформы. Этот год, 2020, мы более внимательно будем подходить к проблемам и региональных операторов Республики Башкортостан, которые занимаются твердокоммунальными отходами. Ну и, конечно же, будем внимание обращать на чистоту вывоза мусора и качество вывоза мусора. Наша задача, конечно же, по всей республике благоустроить наши контейнерные площадки, приобрести новые контейнеры и, конечно же, начинать уже работать над тем, чтобы наши люди понимали, что такое сортировка нашего мусора. Также на этой неделе состоялось первое заседание нового кабинета министров. Первый вице-премьер правительства Башкортостана Андрей Назаров подчеркнул, стоящие задачи не для слабых. С учетом того, что у нас первое заседание сегодня правительства, я хотел поздравить всех новых и не совсем новых членов правительства с таким высокими обязательствами, которые вы на себя взяли. Эта задача на самом деле не для слабых, но раз вы уже согласились работать в новом составе правительства, значит, у вас есть все основания рассчитывать как на собственные силы, так и на ту команду, с которой вы планируете осуществлять свои полномочия. С какой скоростью будут приходить изменения? Важный нюанс работы нового правительства. По мнению политологов, назначения понятны. Портфели получили те, кто зарекомендовал себя как профессионал. Достаточно динамично идет процесс изменений. И нашей республике этот процесс модернизации очень необходим. И желательно, конечно, чтобы он как можно был быстрее. Хотя у любой скорости есть свои плюсы и минусы. Ведь, говорится, нужно делать большой скачок, но надо всегда думать о том, что и штаны могут порваться. Поэтому здесь нужно все соизмерить. Соизмерят результаты, что было и что стало, и простые жители региона. Глобальная цель – изменить саму экономическую модель с потребления на развитие. Большие амбиции, как известно, это большой путь к успеху. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков. Итоги недели. В ГИБДД призвали водителей к осторожности на дорогах. На этой неделе в Башкортостане выпал снег. Резкое изменение погодных условий стало причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Без жертв не обошлось. Снегопад застал врасплох водителей, которые не успели переобуть свои автомобили. При этом синоптики предупреждали, зима вступит в свои права. Репортаж Руслана Батыргареева. Водитель давит на педаль тормоза, но бесполезно. Автобус въезжает в маршрутку, а та, в свою очередь, в легковой автомобиль. В этой аварии обошлось без жертв. Чего не скажешь о ДТП в Белорецком районе, где столкнулись два легковых автомобиля. 8 человек получили травмы, 4 госпитализировали в городскую больницу. А на трассе Уфа-Оренбург в районе села Подлесное с моста в реку опрокинулась фура. Водитель погиб на месте происшествия. В такую погоду ездить опасно, переобуться надо обязательно. Сейчас приехал переобуваться на Соболе рабочем, потому что надо ехать на трассу в командировку. Первый снегопад застал врасплох тех, кто не успел поменять летнюю резину на зимнюю. А таких оказалось немало. По крайней мере, уже с утра на шиномонтажках были очереди. Он уже начался, и он будет ажиотаж и сегодня, и завтра, и выходные. То есть люди это тянут до конца или как обычно? Некоторые не до конца, некоторые до конца. Все зависит от того, что у кого шипы, липучки. А это пример предприимчивости одного из уфимцев – шиномонтаж на колесах. Услуга, как видно, пользуется популярностью. С виду обычная «Газель», а внутри и компрессор, и установка для балансировки колес. Все почти как в обычных шиномонтажках. Разве что везти колеса никуда не нужно. Помощь приедет сама. Я считаю, что за такими шиномонтажками будущее. Почему это происходит? Город все больше и больше растет, здесь все теснее и теснее становится. Отдельное место мы не занимаем, мы удовлетворяем потребности. Для кого уж точно осадки не стали неожиданностью, так это для коммунальщиков. В первую же снежную ночь на Уфимские улицы выехало более 200 единиц спецтехники. Столичные дворы очищали более 700 дворников. Шутка о том, что для коммунальщиков зима наступила неожиданно, здесь не проходит, потому что к сезону мы готовы. Еще неделю назад у нас был проведен комиссионный осмотр готовности техники для работы в осенне-зимний период. Синоптики заранее предупреждали об осадках и похолодании. Такой характер погоды по прогнозу сохранится в ближайшие дни, но снега должно быть уже меньше. В начале ноября интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать, циклон смещается за Урал, поэтому снег ожидается уже небольшим и местами.
Тем временем некоторые водоемы республики уже начали покрываться льдом. И уже на этой неделе печальная новость из Нуримановского района. На Малом озере провалились под лед оставшиеся без присмотра 3 маленьких детей – 7, 5 и 3 лет. Сохранить жизнь самому старшему ребенку не удалось. По прибытии установлено, что все 3 детей спасены из воды отцом. Детям оказана первая помощь. 2 детей 2016-2014 года доставлены в больницу. К сожалению, 1 ребенок 2012 года рождения погиб. Сотрудники МЧС убедительно просят не оставлять маленьких детей без присмотра. Особенно это касается жителей населенных пунктов, расположенных вблизи водоемов. Лед еще тонкий, и ходить по нему опасно. Ровно как и ехать по скользкой дорожной глади на летней резине. Руслан Батыргареев, Эдуард Гайнанов, Ильнур Юмагулов и Адхат Анваров. Итоги недели. Дефицит кадров, зарплаты медиков и доступность скорой помощи. Ради Хабиров принял участие в заседании Государственного совета по вопросам здравоохранения в Светлогорске Калининградской области. Проходило оно под председательством президента России Владимира Путина. Глава Башкортостана вошел в состав подгруппы, посвященной вопросам первичной медико-санитарной помощи. В ходе оптимизации, бывает, сокращают не то, что нужно. Чтобы не делать хуже, подчеркнул президент, всегда прежде всего надо думать о людях. Стоит отметить, что Госсовету предшествовал семинар, где проверяли базовые медицинские знания региональных глав. Губернаторы практиковали остановку кровотечений, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Одна из проблем, которую мы особо, лично для меня это было важно, это то, что поддержка и возрождение, мы это называем возрождение сельской медицины. Очень интересно мы обсуждали все связанное с организацией закупок медицинского оборудования и лекарств, потому что это довольно коррупционно емкая и довольно сложно регулируемый процесс. Поэтому мы обменялись главами, как они решают у себя проблемы. Мы тоже в этой части идем к централизации закупок и стандартизации, чтобы не получалось, что в одной больнице перчатки стоят рубль, а в другой 20 рублей. И такие факты бывают. Нужно людей избавлять от бумажных справок. Все надо переходить в цифру, чтобы это было удобно, чтобы наши граждане не бегали за какой-то бумажкой неделями и так далее. В Уфе определились с местом, где будет построен хоспис. На неделе был показан возможный проект будущего здания, который предусматривает 60 коек, 20 из которых детских. Хоть и на бумаге, но фундамент уже заложен. Вполне реальная и собранная на строительство сумма. Усилиями неравнодушных удалось набрать около 17 миллионов рублей. Я напомню, что Центр паллиативной помощи по поручению Ради Хабирова должен появиться в 2020 году. О месте, где нет страданий и боли, Артур Шамсудинов. Что такое борьба за жизнь, Тагир Максютов знает не понаслышке. У мужчины рак в 4-й стадии. Но вопреки всем прогнозам он самостоятельно ходит и даже шутит. В отделение паллиативной помощи ложится уже в 3-й раз. Первые 2 выписывался. Становилось лучше. Я быстренько это поправляюсь. Но если поправляюсь, то за счет них я. Отношение хорошее у него, это мое к ним. И молодцы. Таковой тоже не чувствуете сейчас? Не, ну вот уже весело. Я сюда уже приехал, скрипя сердце. Спина ломит и все. Ну, это не удержка. А здесь вот, пожалуйста, да, лег. Кормят хорошо, уколы вовремя делают, все своевременно. У них чистота, порядок. Молодцы они. В отделении республиканского онкоцентра мужчина приехал из Ишимбая. Говорит, попасть сюда непросто, а уезжать неохота. Но выбора нет, потому что пациентов, которые нуждаются в обезболивании, сотни, а коек всего 20. По словам заведующей Любовь Кудряшовой, ежедневно перед дверьми паллиативки выстраивается очередь. И зачастую людям вынуждены отказывать. Чтобы положить в стационар и облечь к их состоянию. Самое страшное, когда дыхательная недостаточность или болевой синдром, который невозможно купировать. Но мы вынуждены отказывать. Но мы чаще всего не отказываем, а переправляем в стационар. И, слава богу, приказ по маршрутизации Минздрава есть. И мы переправляем другие отделения паллиативной помощи согласно приказу по месту жительства. Облегчить участь смертельно больных пациентов могли бы в хосписе. Но в Башкортостане подобные учреждения еще не построили. Впрочем, подвижки в этом направлении уже есть. Сейчас на согласовании находится проект будущего здания. Краеугольным камнем в вопросе строительства стал выбор места будущего хосписа. Изначально его хотели возвести в центре города. Рассматривали варианты вблизи от различных медучреждений. Однако впоследствии от этой идеи отказались. Не было подходящего по размеру участка. По новому проекту хоспис разместится на выезде из Кировского района Уфы, рядом с микрорайоном Цветы Башкирии. А вот заложат первый камень-фундамент будущего хосписа в следующем году. На возведение этого объекта потребуется порядка 300 миллионов рублей. Причем часть средств, 17 миллионов, уже собрана. Благодаря призыву Радия Хабирова, который в соцсетях обратился к неравнодушным помочь в благом деле. Сбор денег по-прежнему открыт.
Народный артист Башкортостана Хурматулла Утяшев, он же один из членов рабочей группы, говорит, что хоспис будет больше похож на санаторий. Окончательного решения пока нет. На втором этаже будет обслуживающий персонал, врачи, какие-то кабинеты, а на первом этаже будут больные. Каждая палата будет отдельный выход. То есть не через коридор, а отдельный выход сразу на улицу. Хоспис вовсе не место смерти, как многие стереотипно считают. Это медицинское учреждение, где можно провести поддерживающий курс лечения. Дома это сделать невозможно, даже если врач будет приходить каждый день. Особенно для детей с редкими или орфанными заболеваниями. Родители заменяют им руки и ноги и, по сути, на долгие годы остаются в четырех стенах. Любой длительный выезд оказывается невозможным. Обращалась одна семья, которая проживает в Уфе. Вот у них ребенок у них болен с рождения. Родителям нужно было выехать в отпуск или куда-то. В общем, они должны были оставить данного ребенка. И вот они обратились к нам, но мы, конечно, не смогли помочь этому ребенку, потому что у нас таких нету. В республике в особом уходе нуждаются около 25 тысяч взрослых и почти 700 тяжело больных детей. Юные пациенты – это особая категория. Строительство учреждения так и не дождалась маленькая Сабина из Стерлитамака. У девочки был лейкоз. Операция по пересадке костного мозга не помогла. Признав диагноз неизлечимым, девочку фактически отправили умирать домой. В новом хосписе будет предусмотрено 40 взрослых коек и 20 детских. Вот у всех в понимании это обычная больница, да, то есть что, какая-то больница, куда-нибудь подальше с глаз. Это место, куда будут приезжать артисты, куда мы с вами будем ездить. То есть это место, где людям, прямо скажем, в последние недели или месяцы их жизни создаются условия, чтобы они почувствовали любовь. Тем, кому не хватило места в отделении паллиативной помощи, сейчас помогают на дому. Выездные бригады врачей могут избавить от боли, правда, ненадолго. Зачастую тяжело больные вынуждены буквально существовать последние дни своей жизни. Хоспис должен помочь спасти людей от страданий. Причем не только пациентов, но и их близких. Ведь ухаживать за паллиативным больным – тяжелый труд как морально, так и физически. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Виктор Меренков. Итоги недели. Уфа. 4-летний мальчик и его дедушка, отравившиеся угарным газом в Нефтекамске, остаются в тяжелом состоянии. Они в реанимации подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще одного ребенка и его бабушки врачи оценивают как средней тяжести. Об этом нашему телеканалу рассказали в Минздраве республики. Напомню, мама детей скончалась еще до приезда медиков. ЧП произошло в частном доме Нефтекамска в минувший вторник. Предварительная причина – неисправность дымохода газово-отопительного котла. Есть информация, что незадолго до произошедшего его ремонтировали. Известно, что погибшая 33-летняя женщина почувствовала себя плохо еще за день до трагедии и оформила больничный. Вероятно, едкий газ копился в квартире. Результаты химической экспертизы должны быть готовы в течение ближайших 2 недель. Тем временем вся страна ищет пропавших в Уфе 9 дней назад 37-летнего Артема Мазова со своими сыновьями. Им 8 и 5 лет. Единственное, что удалось найти на данный момент – брошенную машину мужчины в прибрежной зоне реки Уфы. Артем увез детей после ссоры с женой. Поиски семьи идут круглосуточно. Местность прочесывают волонтеры, ведутся водолазные работы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подключиться московским криминалистам. Я уверена была, что он в 4 часа дня приведет детей, но он так и не привел. Еще вчера она верила, что ее дети вернутся. У старшего 8-летнего Ильи должны были начаться занятия по дзюдо. У младшего 5-летнего Славы подготовка к школе. Но на 3-е сутки поисков Эльмира Мазова уже предполагает самое страшное. Муж увез сыновей после семейной ссоры. 37-летний Артем Мазов не взял с собой ни паспорт, ни документы детей. Я хотела развестись. Он звонил. Получается, перед тем, как это сделать, и спросил: ты точно уверена, что мы разводимся? Я говорю: точно. Но я не думала, я думала, что он может меня убить, но что он детей убивать будет, я не знала. Как рассказывает мама пропавших мальчиков, у ее супруга нет родственников или друзей, у которых он мог бы скрываться. Мужа она характеризует как человека замкнутого и нелюдимого. И вот страшная деталь. Перед тем, как увезти детей, отец купил моток веревки и взял его с собой. Ну, чтобы родных детей, они же плакали, они же шли за ним, они же, они ему доверились. Вот он в магазине покупал веревку, они возле него бегали, а он просто купил веревку и все. Автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми, нашли брошенным в прибрежной зоне реки Уфы. На парковке санатория «Речные зори». Kia Sorento белого цвета был пустым.
Всю окрестную территорию прочесывают волонтеры. Особая установка – искать по берегу. Внимание обращают на любые детали, которые могут указать на след детей. Известно, что недалеко от этого места находится садовый участок семьи. Но там признаков пребывания пропавших не обнаружено. Мы искали вот это все. Вот здесь все береговые линии, все лесополосы, все, что вообще можно было пройти. Останавливаться мы не собираемся, потому что никто не может отпустить ситуацию, которая связана с двумя малолетними детьми, причем она еще и, так скажем, запутана. На пятый день к поискам семьи подключились водолазы. Спасатели проверяют дно в излучине реки Уфы, неподалеку от санатория «Речные зори». Известно, что на берегу был обнаружен надувной матрас, принадлежавший детям, а также следы, ведущие к воде. Их показала собака. К поискам пропавшей семьи Мазовых подключились московские криминалисты. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье убийства 2 и более лиц по факту исчезновения 37-летнего уфимца и 2 его детей 5 и 8 лет. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. На 8-е сутки поисков в социальных сетях появилось фото, на которых узнали пропавших Артема Мазова и 2 его детей. Похожего мужчину, со слов очевидцев, заметили в пекарне в Оренбурге. Еще одна фотография сделана в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Однако супруга Артема Эльмира не признала на кадрах своих родных. На своей странице в соцсетях женщина попросила продолжать присылать фотографии. По словам матери, она живет, пока есть надежда. Динара Таймасханова, Юлия Нигматульна, Артур Елаев и Роман Жигунов. Итоги недели. В Уфе завершается строительство набережной реки Белой, 4-километровая прогулочная зона, амфитеатр на берегу, новый причал и автомагистраль, которая разгрузит пробки в центре. А еще человеческие останки и кости мамонта, которые были найдены в ходе земляных работ. Все подробности в репортаже Юлии Нигматуллиной. Благоустройство набережной в районе монумента Дружбы уже находится на завершающем этапе. На этом участке техника укладывает асфальт. А вот здесь мы видим, что рабочие заканчивают монтаж ограждений. Это так называемые шпунты, специальные трубы, задачей которых было укрепить берег, не дать грунту сползти. Это был самый сложный этап работ, который продолжался на протяжении нескольких лет. Сейчас это гидротехническое сооружение тянется по всему берегу. Интересные подробности. Строительство набережной этим летом было заморожено для проведения археологических раскопок. Здесь были обнаружены человеческие останки. Историки и археологи датировали их 18-19 веком. Очевидно, их отбросило сюда с кладбища при взрыве Троицкой церкви в 1956 году, на месте которой позднее и был построен монумент Дружбы. Также здесь была найдена керамика 16 века и бивень мамонта, которому по меньшей мере 8 тысяч лет. Отправили это в Екатеринбург, то есть у нас там работают специалисты по ископаемым животным, да, они подтвердили, что это действительно мамонт. На самом деле мамонты водились и на территории не только Башкирии, но и соседних областей. Пожалуй, вот этот участок набережной пока можно назвать самым красивым и благоустроенным. И это место уже успело полюбиться уфимцам. Летом здесь часто можно было увидеть молодоженов, а фотографии вот этого необычного арт-объекта разлетелись по соцсетям. Сегодня эти качели укрыл первый снег. Кто гулял по набережной уже, то может обратить внимание, что в разных местах она и выглядит по-разному. То есть это не одно сплошное серое пятно. Есть зоны для отдыха, которые отличаются друг от друга и по цветовым решениям, и по исполнению всего. Отличная набережная. Дорожка, самое главное, дорожка хорошая, как на стадионе. Мы очень довольны. Ноги не болят, все нормально. Как по лесу бегаем. Если еще до конца сделать, до каменной бить правой, вообще будет здорово. Кроме пешеходной зоны, по берегу запустят новую автомагистраль протяженностью около 5 километров. Ее задача – разгрузить пробки на улицах Закива-Лиди и Пугачева. Часть дороги от Конгресс-холла до монумента уже достроена. Она выходит на Сочинскую, затем вновь спускается на берег и пройдет параллельно улице Пугачева до гипермаркета «Лента». Это так называемая зона амфитеатра. Внешне напоминает собой древнеримские амфитеатры. То есть по замыслам архитекторов здесь предполагается проводить массовые народные гуляния. На лестницах сделаны лавочки, на которых можно наблюдать, что происходит на сцене, или просто смотреть на реку.
Вот это так называемый девичий виноград. Красивое декоративное растение, которое в диких условиях в Башкортостане не растет. Его специально привезли из южных регионов. Прошлую зиму оно пережило вполне успешно. И вот сейчас мы видим, что его готовят к новой зимовке, подсыпают землю и удобряют. Пешеходный тоннель под проспектом Салавата Юлаева начинается у парка Салавата Юлаева и заканчивается на монументе. И он тоже входит в этот проект по благоустройству. Здесь осталось завершить монтаж потолка и освещение. И уже в ближайшие 3 недели тоннель будет сдан. Был участок работ, где мы выполняли архитектурное освещение. Получилась такая интересная картинка. Смотрели, наблюдали, как надо их расставить. То ли выбрать один цвет, то ли другой. Ну, сейчас, наверное, оно светится так, как нужно. Центральная лестница ведет от остановки «Монумент Дружбы» к будущему причалу. Сейчас его строительство тоже завершается, и строители обещают, что уже следующим летом здесь будут причаливать теплоходы, а мы, наконец, увидим полностью благоустроенную набережную. Юлия Нигматуллина, Булат Садриев. Итоги недели. Уфа. С первых чисел ноября в стране вступили в силу ряд изменений, которые коснулись и жителей нашей республики. Что такое суверенный Рунет, как будут путешествовать паломники и как закон защитит ваши квартиры от мошенников. Подробности у Айнура Гибадуллина. Микрокредитным финансовым организациям с 1 ноября запрещено выдавать россиянам займы под залог квартиры. Это должно помочь защитить граждан от мошенников и исключить ситуации, когда человек может лишиться единственного жилья. Кроме того, собственники будут получать уведомления от Росреестра о том, что поданы документы на продажу их недвижимости. То есть, если кто-то попытается осуществить сделку без ведома владельца квадратных метров, он узнает об этом не постфактум. Защитит новый закон от мошенников и паломников. Теперь они смогут совершать хадж самостоятельно или организованно, а подготавливать такие путешествия разрешается только религиозным организациям. Ранее этим могла заниматься любая турфирма. Только за последние 2 года от действий злоумышленников пострадали около 140 мусульман из числа жителей республики. В новом законе четко прописан статус паломника. Рунет защитят от внешних угроз. В силу вступает так называемый закон о суверенном интернете. Как уточнили разработчики, инициатива призвана обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета. Как сообщает РБК, на эти цели может быть потрачено около 30 миллиардов рублей. Жизнь мигрантов в России решили упростить. Теперь вид на жительство в стране станет бессрочным. Раньше его выдавали на 5 лет. С ноября молоко, мороженое и кисломолочные продукты на территории нашей страны включены в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Так можно выявить ненадежных производителей и схемы, по которым сбывают незаконную продукцию. Водители категории С и эксплуатирующие автобусы и грузовые автомобили обязаны будут установить тахографы. Штраф за отсутствие этого оборудования составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для работодателей от 15 до 25 тысяч рублей. Электронные ПТС взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в стране автомобилям. Соответствующие поправки в законодательство также вступили в силу. При этом бумажные паспорта продолжат действовать на всей территории страны бессрочно. Бассейн в Уфимском микрорайоне Инорс должен открыться в этом году. Строительство вышло на финишную прямую. Чаша почти готова. У Федерации плавания республики серьезные планы. Связаны они с решением возвести 16 бассейнов в тех городах и районах региона, где их никогда не было. Таким образом, появится возможность реализовать всероссийскую программу «Всеобуч» по плаванию. Ее уже внедрили в нескольких регионах. И вот в Ростовской области уже удалось обучить базовому уровню плавания более 100 тысяч учеников начальной школы. И что интересно, ни один ребенок, прошедший занятия по этой программе, не пострадал от несчастных случаев на воде. Положительный пример хотят взять на вооружение и в Башкирской федерации плавания. К программе уже присоединился Кушнаренковский район. О перспективах и о большом плавании в следующем материале. Технологии, БАС, видите, вот я вот рукой провожу, да, и у нас рука чистая абсолютно. То есть это все хорошо, это полностью, как бы чаша уже готова, только сверху положить плитку. Соответственно, это антибактериальная,
антигрибковое покрытие. Это Казанский дворец водных видов спорта международного уровня в миниатюре. Самое главное достоинство – чаша, которая уже почти готова. На ее возведение ушло 2 месяца. Здесь применили так называемую технологию БАС, о которой с гордостью и рассказывает Рафиз Габдрахманов. Строители, как говорится, они свою линию гнули, мы свою линию гнули, но в итоге пришли к консенсусу. Да, здесь первый раз в Башкирии применена технология БАС. Это в черновой отделке, она такого великолепного качества. В душевых применены дизайнерский проект. Да, Кирам Маратцев в основном-то при строительстве общественных зданий, сооружений не применяет. Здесь продумана каждая деталь. Например, высокий борт, чтобы можно было сразу развернуться и поплыть дальше. Казалось бы, мелочи, но именно они играют ключевую роль. Все эти нормативы прописаны в соответствующем регламенте строительства спортобъектов. Федерация плавания лично следит за процессом. Например, в который раз не принимают тренажеры, привозят подделки. Бассейн выверен практически до сантиметра. Ширина обходных дорожек, стартовой платформы, плавный переход от глубины 1,20 м до 1,80 м. Здесь могут заниматься и 7-летние дети. По всему периметру возвели специальные выступы. Всего тут будет 4 дорожки, пропускная способность 48 человек в час. С виду небольшое и компактное здание оказалось на самом деле очень вместительным. Например, здесь на 2-м этаже располагаются трибуны вместимостью более чем на 100 зрителей. Также здесь планируется расположить кафе и тренажерный зал. Пусть и небольшой, но все-таки он здесь будет. Много лет мечтали, еще когда я занималась спортом и была спортивной карьерой, мы вообще мечтали о том, чтобы в Уфе появилось больше бассейнов. Потому что приходилось на тот момент еще во времена моих тренировок ездить от Нефтяника до Буревестника. Это фактически пересекая весь город и тратя на это порядка 6 часов времени туда-сюда. И поэтому, когда сейчас в районах у нас появляются именно спортивные муниципальные бассейны, а этот бассейн у нас будет под руководством федерации, где мы будем уже развивать спорт. И этот бассейн, конечно же, я уже мечтаю об его открытии, скажем так, потому что здесь я хочу начать свою именно тренерскую деятельность. Но развитие плавания предполагается не только в столице республики. По инициативе руководителя Башкортостана до 2024 года в 16 районах и городах региона построят спорткомплексы, которых там никогда не было. К примеру, в селе Чекмагуш возведут 25-метровый бассейн. Мы очень надеемся, что у нас будет бассейн. Тем более у нас очень много подростковых групп у нас. Тем более спортшкола есть у нас, есть Ледовый дворец. Это все нуждаются в плавательном бассейне. Я думаю, что глава администрации нам делает все возможное. Мы рады, что если у нас будет появится плавательный бассейн, будем ходить с внуками, с однокрупниками, подрастающее поколение, кто меньше, а кто еще даже не родились, и они и беременным женщинам это необходимо. В администрации района уже подготовили проект. Здание возведут рядом со спорткомплексом. Площадь застройки составит более 8 тысяч квадратных метров. В новом бассейне будет 4 дорожки, глубина чаши составит почти 2 метра. Спортивные объекты планируют соединить теплым переходом. Естественно, обслуживание будет за наш счет, за счет средств местного бюджета. По опыту наших соседей, где уже такого рода бассейны уже построены, это порядка 5-6 миллионов в год. Для нашего бюджета это не особая, скажем так, определенная нагрузка. А если еще и реализовать программу «Всеобуч по плаванию», в рамках которой уроки входят в школьную программу, то и несчастных случаев на воде будет меньше, и чемпионов больше. Мы из этой программы увидим реальных башкирских чемпионов. Потому что, как, наверное, все знают, но у нас очень мало ребят с Башкортостана, именно башкир, которые добиваются таких высот, хотя бы там мастера спорта и так далее. Федерация плавания готова помогать и поддерживать даже на этапе строительства, пока есть возможность внести изменения. Главное, чтобы на местах подхватили инициативу и не только на бумаге. И, кстати, строительство бассейна в Уфимском Инорсе обошлось чуть более чем 150 миллионов рублей. Это с затратами на тренажеры. Просто за расходами тщательно следили. Роза Хабибулина, Айгуль Резяпова, Владислав Минязев и Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Ислам Апиев из Башкортостана выиграл золото первенства мира по греко-римской борьбе. Планетарные соревнования прошли в Венгрии. Сильнейших определяли среди борцов до 23 лет. Напомним, в прошлом году Ислам Апиев стал победителем среди соперников до 21 года. На этот раз он обыграл всех конкурентов в весе до 77 килограммов. В финале был сильнее японца 3-1. Сложнее, второй раз уже как бы едешь лидером, поэтому доказывать свое превосходство тяжелее намного. Соперники: Грузия, Туркмения, Казах,
финале японец. Были и призеры мира, и Европы, и азиатских игр. Он выигрывает за счет своей дисциплины, за счет своего трудолюбия. Дисциплина в схватке, когда он заставляет соперника ошибаться, когда он навязывает свою борьбу. Тяжелый турнир. Тем более Ислам только в этом году перешел во взрослую борьбу. Еще один башкирский борец Фадис Валитов завоевал бронзовую награду в весе 63 килограмма. Его тренером является Борис Понятов. Теперь ребята поедут на сборы в составе национальной команды «Вадлер». После них пройдут отборочные соревнования для участия в Кубке мира. Ну и дополнил картину победных выходных Артур Зулькарнаев, который в 3-й раз стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Ну и напоследок, холод танцам не помеха. На неделе сотни уфимцев пустились в пляс на площади перед Гостиным двором, где состоялся флешмоб «Учу башкирский танец». Ему учился и Азат Самирханов. Народные артисты и простые горожане. Под звуки национальных инструментов в танце закружились все, кто оказался днем на площади перед Гостиным двором в Уфе. Несмотря на холодную погоду, сегодня все-таки минус к флешмобу «Учу башкирский танец» присоединились сотни уфимцев. И, как видно, получается у них очень неплохо. Флешмоб «Учу башкирский танец» за пару месяцев охватил сотни людей по всему миру. Началось все летом, когда ансамбль имени Файзи Гаскарова запустил серию видеоуроков в Инстаграм. Теперь по ним элементы танца Гульназира и других изучают и выкладывают поклонники башкирского фольклора. Башкирский танец танцует, где только не танцует, танцует молодежь в Америке, в Индонезии, Индии, в Италии, где, отовсюду, где, по всему миру танцует, выкладывает, и это очень приятно, мне кажется, вот, для башкирского танца. Уфимцы уже не первый раз собираются на массовые танцы в центре города. В начале месяца в парке Матросова состоялся очередной флешмоб. А недавно Ради Хабиров в соцсетях поддержал энтузиастов и пообещал подарок тому, кто станцует лучше других. Это огромный материал и какая-то популяризация нашей республики. Поэтому огромное спасибо правительству, Министерству культуры. И что башкирский танец будет в тренде. Флешмоб «Учу башкирский танец» только набирает обороты. К проекту присоединяются все больше поклонников хореографического искусства. Причем не только жители республики и выходцы из Башкортостана. Приобщиться к нашей культуре хотят многие из самых разных стран и континентов. Быть может, со временем они встретятся на одной большой площадке, чтобы в унисон исполнить национальные танцы. Азат Самирханов, Булат Закирьянов. Итоги недели. Вот такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. И с наступающим вас праздником, Днем народного единства. Ну а мы встретимся в следующее воскресенье. Как всегда, в 21:30 будем вместе подводить итоги недели. Счастливо!